Судебный пристав, дверь откройте. Такие визиты Комэнергосбытовая компания совместно с судебными приставами совершает еженедельно. Мера, как говорят сами энергетики, действенная. Обычно рейды проводят рано утром или вечером, чтобы застать неплательщиков дома. Вариантов несколько. Если должник находится дома и открывает двери, ему предлагают оплатить долг. Отказ запускает новую процедуру – арест имущества. Данные рейдовые мероприятия эффективны, то есть в ходе данных рейдов проверяется имущественное положение должников, составляются акты ареста, описи ареста имущества должников. Имущество изымается, после чего граждане оплачивают задолженность в полном объеме. Впрочем, не все хозяева гостеприимны. Если дверь никто не открывает, неплательщику оставляют повестку. Это письмо для тех, кто забывает, что энергоресурсы – это товар, за который нужно платить. Впрочем, быстро вспомнить об этом помогают и отключения от этих самых ресурсов. Абонент отключается от сети, оборудование пломбируется. Так, с начала 2019 года в Коми энергосбытовая компания отключила от подачи ресурса более 6 тысяч должников в республике. Около 4 тысяч поспешили сразу же оплатить долг, чтобы вернуть свет в свои квартиры. Порядка 1500 заключили соглашение о реструктуризации долга. К слову, по закону за обратное подключение электроэнергии неплательщики, помимо задолженности, должны заплатить 3000 рублей. Те, кто нарушают закон и подключаются самовольно, практически всегда привлекаются к административной ответственности. Особым злоумышленникам грозит даже возбуждение уголовного дела. Что же касается неплательщиков, проживающих в частном секторе, отключить их от электроэнергии можно буквально в пару кликов. На сегодняшний день в рамках модернизации системы учета в Республике Коми установлено около 30 тысяч специальных приборов, позволяющих без выезда к объекту произвести отключение от подачи ресурса. Процедура занимает от 10 минут до получаса. Во-первых, мы можем дистанционно снять показания по данному прибору учета, что позволяет более точную информацию предоставить Комэнергосбытовую компанию о потребленной электроэнергии. Также ввести ограничения по потребителю в случае, если есть у него дебиторская задолженность. Комэнергосбытовая компания обращается к нам в ПАО «Южные сети» с заявкой о наличии такого потребителя. Мы дистанционно производим отключение. Комэнергосбытовая компания напоминает, что в случае вынесенного судебного решения о принудительном взыскании задолженности к неплательщику будут применены все законные меры по ее взысканию. Помимо ареста имущества, это лишение права на выезд за пределы Российской Федерации, запрет на регистрационные действия с недвижимостью и авто, безакцептное списание зарплатных и пенсионных карт. Кроме того, должники навряд ли когда-нибудь смогут оформить финансовый займ. В получении кредита им, скорее всего, будет отказано. Ксения Лосева, Иван Богомолов, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.